Здравствуйте, березоньки-подружки в белых сарафанах до пят. Как вы выросли, а как вы стройны. И, конечно, вам не страшны метели, снегопады. Ведь вы помните тепло ребячьих рук, которые 35 лет назад посадили вас, и вы обрели здесь приют. А вы помните, какой это был день? Да-да! Это было начало октября 1986 года, аж в прошлом веке. В школе проходил вечер, посвященный творчеству Сергея Александровича Есенина. В память об этом вечере ребята и посадили вас здесь. А сегодня судьба вновь привела меня к этой школе. У меня свой интерес. Добрый день, Наталья Ивановна. Здравствуйте. Говорят, земля полнится слухом. Я прослышала, что в вашей школе очень много талантливых, неординарных ребят. Меня заинтересовал один из них. Попробуйте угадать, о ком идет речь. Подсказка. Он учится в выпускном 11 классе. К тому же вы его классный руководитель. Этот юноша увлекается литературой. Кто это? Я догадываюсь, это ученик моего класса Илларионов Иван. Вы абсолютно правы. Скажите, пожалуйста, как вы можете охарактеризовать этого юношу? В 2014 году я стала классным руководителем 5 класса. А Ваня уже тогда выделялся среди моих учеников творческим подходом к разным делам. И начиная с 5 класса мы с ним участвовали в различных мероприятиях городского, республиканского уровня. Неоднократно занимали призовые места в конкурсах, посвященных здоровому образу жизни. Вот его творческий подход выразился в том, что он снимал такие ролики о здоровом образе жизни, о приобщении ребят к спорту, что мы на городском уровне занимали первое место, и наша работа уходила на республику, и там достойно представляла город Канаш. Наталья Ивановна, вам предстоит скоро разлука со своим классом. Скажите, пожалуйста, какие чувства вас обуревают? Каждый класс – это определенный этап моей жизни. И этот класс не исключение. Чувство грусти, сожаления, наверное, обуревает каждого классного руководителя. А с другой стороны, я с чувством радости отпускаю их во взрослую жизнь. Я считаю, что эти ребята будут прославлять нашу школу, город Канаш и нашу республику. У нас растет достойная смена. Я очень рада за будущее наших ребят. Наталья Ивановна, я вас сердечно благодарю за то, что уделили нам внимание. Спасибо большое. Мы рады вас видеть в стенах нашей школы. Как хорошо, что в мире есть родная школа номер 6. А вот и герой моей передачи. Добро пожаловать. Ваня, я знаю, что ты увлекаешься литературой. Почему тебе нравится литература? Потому что литература во всем своем многообразии определяет духовный и внутренний мир человека, оказывает значительное влияние даже в своем роде на его жизненные идеалы. Она помогает справиться с насущными проблемами. Каким авторам ты отдаешь предпочтение? И почему? Мне больше импонирует классика. Такие авторы, как Николай Васильевич Гоголь, Федор Михайлович Достоевский, Михаил Афанасьевич Булгаков. Скажи, пожалуйста, а какую книгу ты прочитал недавно? Роман «Мастер и Маргарита». И каковы твои впечатления от этого романа? Роман «Мастер и Маргарита» – это одно из интереснейших многоплановых произведений в литературе.
Скажи, а тебе не показалось странным, что эпиграф какой-то интересный из Гёте «Я часть той силы, которая, желая зла, делает добро»? Смысл такой эпиграфа. Не показалось это странным? Ну, и как я понимаю этот смысл, он заключается в том, что Воланд и его свита появляются там, где зло нельзя исправить, а его только можно наказать. Ты прав, я с тобой согласна. Как ты относишься к поэзии? Кстати, кто твой любимый поэт? К поэзии я отношусь положительно. Самым моим любимым поэтом является Сергей Александрович Есенин. Ты понимаешь, у нас с тобой удивительно совпадают вкусы. Я знаю, что ты пробуешь перо. У тебя есть произведение, посвященное Сергею Есенину? Есть. Ты можешь прочитать? Да. Есенин, в наших ты сердцах горишь сиреневой дымкой, и поэтический размах твоею скрасится улыбкой. Стих твой музыкою льется, в любом сердце отзовется. Страна березового сица, и как в такую не влюбиться? Ты московский озорной гуляка, а тебе такое знает всякий. Для меня талантливый поэт, равных тебе не было и нет. Константинова, твоя колыбель, и со святой водою купель. Хороводы, девчат и парней, муки первой любви твоей. Ты простой, человек из народа, так изящен твой кроткий слог. Ты дарованный нам от Бога, созидатель прекрасных стихов. Есенин, в наших ты сердцах горишь сиреневой дымкой, и поэтический размах твоею скрасится улыбкой. Знаешь, Ваня, я тоже посвятила стихи Сергею Есенину. На Рязанщине в день осенний край отцов в стихах воспевать появился на свет Есенин. Родила его русская мать. Не гонялся за славою громкой и блуждал в лабиринте дорог, распевал свои песни звонко. С ним сравниться не каждый бы мог. Было время, душа закипала, напрягалось сердце струна, проклинала муза, страдала, ненавидела зло она. В том краю, где березовый ситец с голубыми ставнями дом, был свидетелем ясный месяц невеселых и тяжких дум. Все живое на свете тленно увядают береза и клен. Остается поэт неизменно, неподвластный забвенью времен. Вот такие стихи я посвятила Сергею Есенину. Вань, скажи, пожалуйста, почему именно Сергей Есенин тебе нравится? Сергей Есенин по своей натуре человек душевный, добрый, открытый, искренний. Язык его многообразный, богатый, звучный. Он проявляет любовь к родине, к своему родному краю. И ко всему живому, ко всему правда? живому, Он да. же писал: «И зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове». Кстати сказать, знаешь, у него есть одно стихотворение, которое очень сильно подействовало на Алексея Максимовича Горького. Когда он услышал это стихотворение, оно посвящено животному. Горький даже заплакал. Как ты думаешь, какое это стихотворение? «Песня собаки». Совершенно верно. Ты можешь прочитать нам это стихотворение? Утром в ржаном закуте, где золотятся рогожи в ряд, семерых ощенила сука, рыжих семерых щенят. До вечера она их ласкала, причесывая языком, и струился снежок поталый по теплым ее животом. А вечером, когда куры обсиживают шесток, вышел хозяин хмурый, семерых всех поклал в мешок. По сугробам она бежала, поспевая за ним бежать, и так долго, долго дрожала воды незамерзшая гладь. А когда чуть плелась обратно, слизывая пот с боков, показался ей месяц над хатой, одним из ее щенков. В синюю высь звонко глядела она, скуля, а месяц скользил тонкий и скрылся за холм в полях. И глухо, как от подачки, когда бросит ей камень смех, покатились глаза собачьи золотыми звездами в снег. Спасибо, Вань.
Стихи свежие, чистые, многословный язык. Ты помнишь, именно такую оценку стихам Есенина дал Александр Блок, который, собственно говоря, стал кумиром Сергея Есенина. И еще, ты знаешь, что любимый поэт первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина Сергей Есенин. Ты знал об этом? Вскоре после возвращения из космоса, значит, он одному из корреспондентов сказал: «Я очень люблю стихи Есенина и уважаю этого человека за любовь к родине-матери». Действительно, главная тема творчества Сергея Есенина – это тема Родины. Он писал: «Россия, какое красивое слово! И роса, и сила, и синее что-то». Я согласна с утверждением Максима Горького, что Есенин – это поэт, созданный исключительно для поэзии, для воспевания любви, природы, милосердия. Ты разделяешь эту точку зрения? Да, разделяю. Вань, я знаю, что у тебя есть еще другие стихи. Можешь прочитать нам? Жизнь прекрасна во всех проявлениях, пока есть для чего стоит жить. Будут взлеты, возможны падения. Надо лишь это все отпустить. Прячем счастье порой под подошвой и вступаем в судьбой в вечный бой. Перетерпеть все невзгоды возможно, надо быть лишь самим собой. Как боимся мы испытаний, малодушны бываем подчас. Не хватает нам в жизни познаний, надо жить нам здесь и сейчас. И смелее шагать надо к цели, не искать в реке жизни мели, спотыкаться, падать, вставать, испытания достойно встречать. Будут взлеты, возможны падения, надо лишь это все пережить. Жизнь прекрасна во всех проявлениях, пока есть для чего стоит жить. Спасибо. Ваня, ты на пороге окончания школы. Скажи, пожалуйста, каковы твои алые паруса? То есть какова твоя мечта? Моя мечта – это закончить хорошо школу, потом открыть свое дело. Пусть все осуществится в твоей жизни. Светлана Петровна, можно я расскажу одно из своих любимых произведений Сергея Есенина «Письмо к женщине»? Да, конечно, Ваня, можно. Я начну, а ты продолжишь. Вы помните. Вы все, конечно, помните. Как я стоял, приблизившись к стене, взволнованно ходили вы по комнате, и что-то резкое в лицо бросали мне. Вы говорили, нам пора расстаться, что вас измучила моя шальная жизнь, что вам пора за дело приниматься, а мой удел катиться дальше, вниз. Любимая, меня вы не любили, не знали вы, что в сомнище людском я был как лошадь, загнанная в мыле, пришпоренная смелым ездаком. Не знали вы, что я в сплошном дыму, в развращенном буре быти, с того и мучаюсь, что не пойму, куда несет нас рок событий. Лицом к лицу, лица не увидать, большое видится на расстоянии, когда кипит морская гладь. Корабль в плачевном состоянии, земля, корабль, но кто-то вдруг за новой жизнью, новой славой в прямую гущу бурь и вьюг ее направил величаво. Но кто из нас на палубе большой не падал, не блевал и не ругался? Их мало с опытной душой, кто крепким в качке оставался. Тогда и я, по дикий шум, но зрело знающий работу, спустился в корабельный трюм, чтоб не смотреть людскую рвоту. Тот трюм был русским кабаком, и я склонился над стаканом, чтоб, не страдая ни о ком, себя сгубить в угаре пьяном. Любимая, я мучил вас, у вас была тоска в глазах усталых, что я пред вами напоказ себя растрачивал в скандалах. Но вы не знали, что в сплошном дыму, в развращенном буре быте, с того и мучаюсь, что не пойму, куда несет нас рок событий. Теперь года прошли, я в возрасте ином, и чувствую, и мыслю по-иному, и говорю за праздничным вином хвала и слава рулевому. Сегодня я в ударе нежных чувств, я вспомнил вашу грустную усталость, и вот теперь я сообщить вам чусь, каков я был и что со мной сталось.
любимая, сказать приятно мне. Я избежал падений, скручив. Теперь в советской стороне я самый яростный попутчик. Я стал не тем, кем был тогда. Не мучил бы я вас, как это было раньше, за знамя вольности и светлого труда, готов идти хоть до Ла-Манша. Простите мне, я знаю, вы не та. Живете вы серьезным, умным мужем, что не нужна вам наша маята. И сам я вам ни капельки не нужен. Живите так, как вас ведет звезда, под гущей обновленной сени, с приветствием вас, помнящий всегда, знакомый ваш Сергей Есенин. Спасибо, Ваня, за участие в нашей передаче. Спасибо. А вы, уважаемые телезрители, наверное, получили истинное удовольствие от встречи с таким талантливым, неординарным юношей, который обучается в средней школе номер 6. Всего вам доброго. До свидания.